Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в гостях у Натальи Федоровны Ивановой. Наталья Федоровна, здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Хотелось бы отметить, что мы находимся в поселке Хандыга Тампонского района, и в гости к Наталье Федоровне приходим не первый раз, потому что у вас есть что показать, а у нас программа называется «Мы вам покажем». Наталья Федоровна, сегодня мы будем говорить про ваши потрясающие растения. Давайте вспомним, с чего все начиналось. Вот когда пришла любовь вот таким моментом, когда вот хочется землей, хочется цветы, пересадки, когда все началось? С самой юности. У нас вся семья занимается садоводством, огородничеством. Папа у нас был агроном. Он выращивал еще растения, когда это было нам... Совсем мы маленькие были. В 65-м году у нас даже росла дома, тогда это диво было. Во дворе клубника росла и малина. Малина желтая была, до того вкусная. И вот мы вот с братом вообще вот пошли по стопам. Мама у нас тоже очень любила цветочки. Выращивала георгины, гладиолусы. В то время это было модно очень. Ну и я, вот приехав в Хандыгу, так как цветов тут вообще очень мало занимались, везла с материка все отросточки, только что можно было. Ездила, если в отпуск, то сумки цветов везла. Ездила в Абхазию, оттуда привозила всякие разные, из дома, невесты, женихи. Тогда было очень модно вообще. Все окна у нас были все завешены. Тогда они росли хорошо. И, климат лучше был, и не было таких вредителей. Сейчас наши садоводники, огородники очень много борются с вредителями. Паутинный клещ, трипсы, вот это очень все мешает расти. Ну вот наш проект смотрит очень много именно людей, кто занимается растениеводством, да, и полезные советы, они всегда нужны, да, потому что все-таки, как вы говорите, и вредители появляются, да, и почва бывает сейчас, грунт бывает разный, растения разные, то есть сегодня можно в доме вырастить даже какие-то тропические фрукты, к примеру, да? Да, и бананы растут хорошо, мы выращивали. Ну вот у меня лимоны, мандарины, апельсины, там и лаймы, и еще есть вот кофейное дерево, у меня ему вообще лет 30 уже. Ну вот обо всем по порядку. Необходимо отметить, что в доме у Натальи Федоровны нет ни одной комнаты, где нет растений. Поэтому сегодня у нас будет такая экскурсия, да, по всем комнатам. Причем в некоторых комнатах растений больше, чем мебели. Это правда. Это ботанический сад в прямом смысле этого слова. Но будем останавливаться на каких-то эксклюзивных моментах, либо на каких-то интересных растениях, которые имеют свою небольшую историю. Да? Поэтому вот что мы видим перед нами? Ну вот попробовала вырастить нолию я. Семена же такие редкие, и тогда было это растение редкое. Но начала с семян. Вырастила 5 штук я их. Вот получилась вот такая огромная бутылочка, и вот ей уже около 30 лет. 30 лет это? Да. Надо, чтобы вырастить такую красавицу, да? Ну, можно было постараться, она бы еще лучше росла, но вот как получилось. А вообще в чем нюанс выращивания подобных растений? Ну, нужна очень правильный вот подбор земли. Я вот нашла себе в агробалке. Вот он очень рыхлый, минеральный, синий. Он как нейтральный вот торф получается. И вот все растения, ну, вы вот видите, я же ничего не делала. Вот то, что сухой воздух зимой есть, на некоторых есть точечки коричневые. Это из-за сухости. И, ну, для себя, конечно, мне иногда дом прохладно бывает, но батареи я все позакрывала. Без конца все опрыскиваю, чтобы влага была, жары не было. Тогда все цветочкам будет очень хорошо. А вот я смотрю на ваш грунт, да, и вижу, что у вас практически отсутствуют вот различные разрыхлители, которые камушками. Да, я не ложу, не пользуюсь. Он вот иногда, мне кажется, что он наоборот, они говорят, как рыхлитель, а он наоборот, ну, такой. А потом еще кладут кору какую-то, да? Кора это для орхидей. Или кому раскислить нужно почву, те специфические растения, они тогда, да, с корой. А если, ну, обыкновенный, вот им всем полюбился агробалт. Вы вот у нас факт налицо, чтобы я не говорила, что зря. А вот я недавно посадила тоже нолия. Ну, видите, какие они маленькие, но вам там неудобно снимать. Так, хорошо. Да. Ага. Так, и здесь еще вот этот красавец, да? Это здесь филодендрон. Филодендрон, он, видите, может давать темные листья, зеленые, посветлее листья может он давать. Видите, он какой приятный. Ну, я не могу понять, он снизу растет вверх или сверху? Сверху. А палочки, свои корешки, он, видите, укоренил везде.
То есть он вот по этой стойке сам так вьется? Сам, его никто не трогает. И вы уже не знаете, сколько там у него ростов? Нет, нет. Самое интересное, что всего вот в таком небольшом горшке может вырасти вот Большой, такая лиана. да, да. То есть он любит... Ему, видите, места там хватает, и, видать, и, ну, грунт. Вот самое главное, я вам объясняю. Грунт угадали, все, цветок будет расти очень и очень. Но я поливаю очень сильно с удобрениями. Почти через каждый полив я удобряю. Фосфор для корней, калий для цветов, а для растений, ну, чтобы ботва была вот хорошая, все вместе, оно, видите, получается азотными удобрениями уже. Ну, это просто шикарные, посмотрите, с ладони листья. Очень красиво, и их так много, Да. что вот просто... Ну, они не редкие. Вот чтобы там не палочкой, а вот видите, он куда бы ни пошел, он везде вот листики, видите, как. Да. И там же не может, вы вот видите же, света там нету такого, что прям Да, цвет да. не знаю какой был. А он все равно. Но здесь на подоконнике у вас такие Глоксини. очень красивые, да, уже с цветами, да? Да, они же спят должны, но у меня не спят. Синие. Я их и сама с семян выращиваю, и заказываю женщинам. Но на материк, конечно, туда. Они оттуда мне их присылают. Вот всякие махровые. Тут есть и глоксинии махровые, и простые есть глоксинии. Ну, в общем-то, хорошо растут у меня, я на них не жалуюсь. Но многие жалуются. Вот земля у них только чистый агробалт. Вообще без добавления каких-либо Да, разрыхлителей. да, ничего не ложу Здорово. туда. Итак, в этой комнате мы, в принципе, поговорили Обо всем. Обо всем. Ну, не обо всем. Не обо всем, но тут можно говорить и говорить. Да, но... да, да. Но мы пройдем уже в следующую комнату, а там будет еще интереснее. Так. Что за красота? Это цветок нетворк. Вот он, ну, неприхотливый вообще. Его вот посадил, поливай, и воздух нужен. Вот у меня одно время недели 2 жара была, вот у него кое-где просвечивают листья желтизной. Если его вовремя брызгать, он даже этого не дает. Он неприхотливый вообще растение. Сколько лет нужно, чтобы вырастить такое? Ну, растение? года 3-4 ему. Да, вот что? То есть берем на заметку, хотим такую красоту в доме? Да, 3-4 года, да, хорошего ухода. Но вот кофейное дерево, как его снимать? Видите, я его в этом году пересадила, он вот новый начал давать, а старый у него начинает, ну, он и как бы сыпется все равно весной. Мы так его и покажем, какая беда. Но главное же, что оно есть, и оно Вот живет. там пониже вот ветки новые начал давать, видите, зеленые. Это кофейное дерево, ему около 30 лет, он дает плоды. Очень хорошие, вкусные. Их даже можно кушаешь и семечко сажаешь. Но кофе, если кто хочет разводить, оно разводится только со свежих семян. Вот с дерева сорвали, посадили, тогда оно очень и очень хорошо всходит. Если вы его не сразу посадили, то у него всхожесть плохая. То есть кофе можно выращивать в Якутии спокойно? Спокойно, оно растет хорошо. У меня было 6 деревьев, ну вот со временем 1 оставила я себе, остальные людям отдала. И, то есть и плодоносит, и можно и в Мы чай? варили из своего кофе даже кофе. Ну вот прям набирали, там я не скажу, что много, а грамм 100 собираешь с него, если хорошо ухаживаешь. И все, и потом заваривай себе чашечку вкусного кофе. Кофе, да, очень Так, вкусно. пройдемте сюда. Здесь у нас что? Вот филодендрон село, он тоже очень противно выращивает, ну очень сложно выращивать, из семечек он у меня вырос. Вот ему года 3 тоже. Ну, всего лишь, да, из семечка, из махонького семечка, они очень плохо всходят. Я раз 20 пробовала, потому что я любитель выращивать вот для сама из семян, лишь бы только у меня было вот так. То есть, если не получается, для вас это, наоборот, вызов, да? Да, я его буду выращивать и выращивать, заставлять. Обратите внимание, у Натальи Федоровны вот вся красота в мелочах. У нее вот есть и мухоморчики здесь, да, и здесь у нее и птички какие-то. То есть красота должна быть везде. Везде. Вот здесь красавец. В идеальной форме практически, да? Вам как его вот показать? Он у меня, ему, конечно, очень много лет, уже 20, и вот он выдал вот такую веточку ароматную. Вам видно? Вот, он очень некрасивый, конечно, я не скажу, что там не знаю какая красота, но до того ароматный. Вы же его сами нюхали, да, вот он очень-очень. Мне дети с моря привезли, его раньше модно было палочкой. Маленьким бревнышком привезли, вот он вырос. Вырос. Тоже годы ухаживания, да? Да, это много вот на него. Ну, у меня тут есть кактусы, но они просто так для души. И это те, кто хотел выбросить их, а я их вот оставила. Вот они. Да. Семейство кактусов. Это примулы, я их выращиваю из семян. Они многолетние растения, это комнатные. Вот примула «Погладь меня», она именно комнатная. Апконика она называется. Вот самый любимый у меня цветок. Я вообще их люблю. Они всю зиму цветут, всю зиму. Не переставая.
Вот и еще одна комната в доме у Натальи Федоровны. И обратите внимание, здесь места человеку нет. Нет. Здесь все диваны, все кресла, все стулья, все у нас для игрушек, статуэток, для каких-то милых созданий. Вот давайте поговорим на эту тему. Откуда такая любовь к игрушкам? Ну, не знаю, с детства. Ну, у меня, как я одна девочка в семье была, родилась вот одна только. 3 брата у меня, ну, и мама с папой были, и вот бабушки. А бабушка одна мне куколками занималась. Но тогда не было таких, ну, вот она мне из мочалок их делала, и тканью обклеивала. И вот я у нее училась, и у меня вся семья, в общем, ну, развита к этому. Особенно и братья, и мама вышивали, вязали. Но я бы могла море всяких поделок и родителей даже показать. У меня даже это сохранилось. Ну вот, наверное, из семьи у нас вот все любят этим заниматься. И вообще я очень... А у меня еще тут есть знакомая Лена Петровна Нечаева. Она мне во всем помогала. Ой, она такая умелица, она такая вот выдумщица. Она вот что только не делает. Она мне вот подарила ангела, чтобы он меня охранял. Вот здесь, да? Да, вот он из в коробочке пластика, сидит, да? То есть у вас игрушки здесь еще с некой историей, с неким значением. Не просто так они здесь, нет, да? Нет. То есть кто оберегает меня, кто радость приносит. Да, вот обратите внимание на то, что многие игрушки здесь сделаны руками. Да. Вашими руками, это да? Все мое. Вот снеговики, как-то вот мне захотелось снеговичков наделать, да. Вот я их наделала всяких разных. И больших, и маленьких. Еще люблю очень сов. И вот я сов наделала и ручными, ну и с такими вот своими ручками наделала. Ну а вот эти куклы, это уже ваш бренд, я бы сказала, да? То есть такие куклы, если на выставках увидите где-нибудь, да, республиканских, всероссийских, то это куклы Натальи Федоровны. Почему они безликие? А это оберег, как будто кукла-оберег. Ага. Если тильда называется, кукла да. тильда. И вот всю одежду, все вот до деталей, все. Только ручная работа, все шьется руками. Ничего машинкой я не шью, все руками. Все руками. Вот даже видно по стежкам, да, видите, да? Все руками. Все руками. Это же кукла ручной работы. Вот как кролики тоже все вручной, зайчики вот эти. Они тоже все ручной работы, тоже все я сделала ручной. А мордашки откуда? А мордашки это красками. Всё это. И вот здесь сразу возникает вопрос: есть ли у вас образование художника? Нет. А откуда вы знаете, что мордашка должна выглядеть именно так? Это мне Лена Петровна Нечаева учит. Вот она все, то есть объясняет, как, да? Она школу закончила художественную, а я нет. И вы в таком тандеме вместе, да? Она мне во всем помогает. Если честно, мы впервые находимся в подобном доме-музее практически, да, потому что иначе его никак не назовешь. Здесь хранится все, да, от мелких статуэток, ракушек даже до больших каких-то конструкций. Так, например, в вашем доме даже и пальма есть. Да, с юга. С юга? Оттуда притащили? Да. Мы были в Абхазии, там у них столько деревьев, но мы выбрали вот эту огромную пальму. Ну, везли в самолете, ничего, нам разрешили. С ума сойти. Это просто было такое огромное желание иметь пальму. Пальму. Ну, тогда же не было здесь ничего. Да. Ей уже очень... Мы вот живем 47 лет, я тут живу в Якутии. Вот ей почти столько же. После первого отпуска мы ее привезли. Это же, как надо любить, уже появились настоящие пальмы у вас, да, тут живые пальмы. А это вообще, это любовь. Это любовь, но она на веки века, да? Да. Так, хорошо. Наследство. Да, посмотрите, в серванте, да, на полочках мелкие какие-то куколки, детальки, да, вот. Это ж сколько надо иметь терпения, все это сохранить, а еще же это надо все содержать как-то. Убрать, пыль вытереть, да, и вот это вот все до мелочей, все до мелочей. И мы видим, что вы очень любили одно время делать такие вот подделки из шишек, да? Да, из шишек, сов. Вот совы, снеговики, там ежики. Ну, ежиков всех раздарила. Вот, но в следующий раз приедете, у вас будет, я ежиков наделаю. Хорошо. Так, возвращаемся все-таки. Ну, какая же комната у вас без зелени? Да. Здесь у нас красивейшее женское счастье. Женское счастье. Красивое. Оно не старое, ему года 3, но вот оно, видите, ну, ему понравилось здесь. Видите, света не так много тут, но земля хорошая угадала с землей, и вот они такие огромные вырастают. И листья насыщенные, и вот прям цвет хороший, и цветет очень часто, и много цветет. И опять же там та самая земля? Агробалт.
Агробалт. Чистый агробалт, без всяких добавлений. Без Я всего. ничего не добавляю. Чем-то подкармливаем их? Да, обязательно. Ну, я уже рассказывала, фосфор, калий и азот. Все, Как по часто? очереди. Ну, я через поливку или в каждую даже. Ну, я умеренно только по, что там написано, по схеме, как она рассказывает нам, что нужно, чтобы не навредить. Угу. Итак, значит, первая комната, это у нас был ботанический сад. Там, значит, все мы посмотрели. Здесь у нас уже больше музейных экспонатов. Да. И впереди у нас третья комната. А там у нас будет? Не знаю, там все. Там все, увидим. Итак, поднимаемся наверх. Ой, господи, с непривычки. А вот... Это мой второй этаж. Да. А вот Наталья Федоровна легко и просто по этой лестнице да, я вверх-вниз, вверх-вниз. 30 лет. Да, 30 лет по этой лестнице. А я вот как-то раскорячку. Смотрим. А вот здесь, ну, все говорит само за себя. Здесь вновь... Гербарий. Гербарий, ботанический сад. Опять же, очень много растений. О них, конечно, как вы говорите, можно говорить часами. Но вот что было бы полезно знать нашим телезрителям, ну, возможно, про какие-то определенные экспонаты. Ну вот филодендроны, вот они, видите, какие прям еще больше. Да, вот видите, какие они, листики у них. И живые, и вот на весь цветок можно навести, ни одного желтого листа нет. Да. Влага и земля. И удобрения. Все удобрения правильно применяем, и тогда все будет хорошо. Можно 1000 раз повторить. Их могу пройти. Вот филодендроны, их вот у меня очень много. Вот видите как? Ну, они очень себя хорошо здесь чувствуют, да. Если посмотреть на качество листа, да, и на его размер. Да, это сейчас почему тут вот куча? Потому что сейчас же идет огород, рассада, поэтому так. Вот фикусы тоже, вот я его обрезала, видите, какие, вот лира, вот фикус вот лира. Этот. Да, вот видите, какой он классненький. Классненький, да. Ну вот просто очень плохо тут кучка и все, потому что все сейчас огород, рассада идет огородная. Так. Еще пойдемте. Вот шифлера, видите, тоже какая прелесть. Ой, вот это же очень модный сейчас цветок. Шифлерки. Очень много покупают для интерьера. Да. Такой. Но его за ним ухаживать трудно, да? Ну, у меня нет. Вам нигде не трудно, да? И не но зачем он вот очень большущий такой вот. Вот, а шифлера вот еще с листиками, со светлыми есть у меня. Да. А вот хои, вот они, вот хоя, ее мышкой называем в народе. Вот она, видите, какую уже ветку дала, скоро расцветет. Вот пушистые, цветы как будут. Мышки. Вот видите? Вот они. Мышка зовется она. Но они мелкие, но это очень красиво все. Ну, может, для меня, я не знаю. Вот аглонемы разноцветные будут. Вот сюда. Вот в угол. Повернись в угол. Вот в этот угол. Вот они, видите, красные там всякие такие. Сейчас вот. А вот это все хои. А вот аглонемы тоже вот лимонная. Вот очень редкие, так вот это уберу, это я себе тут ее с этого. А вот это вот все редкие, маленькие, но редкие очень. Где? Вот это все. А в чем их редкость? Ну, они и в уходе тяжелые. Вот они. Ну, у них тут, они как будто пластиковые. Ну да, ну вот. Это вы пока взяли малышей, да. Потом... Прочитайте вы. Сингониум какой-то. Да, вот. Сингониум, так, хорошо. А почему у вас вот нет таких... стандартных советских растений, типа герани. Пожалуйста, герани, пожалуйста. Есть герани. И эти, как их? Да. Это в детском саду у всех было вот такая все, вот герани. То есть не обязательно современные цветы, да? На нижнем этаже очень много, я вам герани всяких покажу. Ага, герани есть. Каланхоя, там фиалки, вот это тоже раньше же было везде. Каланхоя, фиалок нету. У меня заменяют вот примула, вот это все, и хои. Вот это все вверх, вот это все в хоях. Посмотрите, сколько... Я тоже сначала подумала, что это все искусственное. На самом деле вот все здесь, все, что поверху, это все ваши любимые... Хоечки мои. Они очень и ароматные, и... Ну вот эта хоечка вот одна, но они редкие. Вот она, видите, какой цветочек дает. Махонький, вот видите. А в уходе хоя они привередливы? Капризны? Не очень. Не очень. Вот если сюда развернетесь, вот декоративная хоя, вот тоже очень красивая. А вот эти Какая? Вот это вот кучерявое, это тоже настоящее растение? Настоящая хоечка, да. Вот это вот такое кучерявое растение, это все настоящее, и это? Хоя. Опять хоя? Да. Она очень медленно росла, но вот сейчас она уже вошла, когда в силу, и все. Но вот эти одышки, это им вот много лет, им по 8, по 10 лет. Вот они вот такие вот толстенькие. То есть по стволу можно понять, да, сколько лет? Да, ну а вот эти молодые все.
Вот эти молоденькие все. Да, вот это вообще вот, А вот вот тут это толстый, прошлогодний, вот только, видите, вот он еще и одетый. Вот он маленький. Вот он ещё. вместе с листочками. Да, вот и все. А вот этот, посмотрите. Но я их обрезаю, поэтому они листочки подольше. Вот этот вот уже старенький, вот я его даже не подниму. Вот видите, какой он у него большущий. Вот такой, как корнеплод Да. практически какой-то. Вот эта красота очень красивая. Пластиковый, как будто листочки тоже. Это уйфельдия. Вот она, уйфельдия. Красивая. Да, очень. Ну, это аглонемы вот все. Вы любите аглонемы, я Да, смотрю? у меня будет набор. Вот сейчас еще мне 4 штуки привезут. Еще везут что-то. Еще везут и везут растения, да? Дом бы побольше тогда уже, да, скажите? Вам уже надо в Хандыге открыть какой-то действительно вот ботанический сад, куда люди будут приходить, смотреть. А это идея, кстати говоря, да? А мне ну, летом детишки с садиков группами приходят. На Ну, я им экскурсии. разрешаю. Детям можно детей же приводить. Классно как. Им же интересно. Если будем, в принципе, говорить о растениеводстве, ну, о цветоводстве, да, для начинающих самые простые растения, с чего можно привить любовь вообще к цветам? Ну, вот если вот... Комнатные Да, растения. если, как сказать, вот люди очень много любят фиалки. Вот можно начинать сразу с фиалок. Они неприхотливые вообще, отменные. Если кто любит лиственные, я бы вот хойки сказала. Вот хои вот эти, да? Да, они легко как бы и красоту делают. Даже если он не зацветет вовремя, видите в комнате, как красиво. Ну что, Наталья Федоровна, вот и заключительная часть нашего путешествия по вашей резиденции, назовем это так, да, это цитрусовые. Но вот мало кто знает о том, что цитрусовые можно вырастить в якутских суровых условиях. Ну, конечно, в дома. Дома, конечно. Из чего выращивали вы? С черенков началось все. Вот мне знакомая моя с теплого ключа, там люди уезжали, у них у первых был там в теплом ключе плодоносящий лимон. Она взяла у них веточку и к своему, у нас у всех раньше тут жили, из косточек мы выращивали, у меня тоже по 3-4 метра стояли во всю комнату эти лимоны, но я не стала сама прививать, а она привила. И она, когда у нее прививка прошла, она мне позвонила, говорит: Наталья Федоровна, я вам вырастила маленький лимончик, и вот он у меня там сейчас, ну, его здесь нет. Вот лимоны, ну, вы можете на фотографии посмотреть, они больше килограмм вырастают. Пан-де-роза называется. Как? Пан-де-роза. Пан-де-роза. Лимоны больше килограмма одна штука? Да, одна, вот такие они. Я покажу фотографии, потому что сейчас нету их. Вот. И с этой панды розы началось у нас с ней все остальное. Мы начали меняться все. Ну, кто веточку лайма даст, кто я отдаю лимон, кто вот мандарин мне привезли веточку из дома дети, оттуда как в отпуск поехали и маленький кустик привезли. Даже он был еще даже не укорененный. Так, смотрим. А этому дереву-то сколько лет? А посмотрите, сколько... Вот на данный момент на нем висит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 плодов на этом дереве. Сколько лет ему? Ему 30 лет. Он дает по 25, по 30 плодов. В год? Нет, за раз. За раз? За раз. Прошлым летом я угощала, вот он у меня на улице стоял, было 35 плодов. Даже есть фотографии. Потом, значит, он какое-то время стоит в затишье? Да, ну он вот, видите, и цвел, вот у него и цветочки есть, и вот уже плоды. Ну, он вот точно так же, как вот лаймы и лимоны. Вот он, видите, вот ягодка висит уже, и вот у него веточка с цветочками. Уже. Но у лайма, вот смотрите, кустик-то короче, а плоды такого же размера. Возраст такой же у этого? Это не лайм, это тоже будет... это лайм, а вот это лимон будет. Вот у него, вот, видите, разные. То есть не обязательно дерево, чтобы было большим, чтобы оно плодоносило? Нет, Когда нет. начинает плодоносить? На 3-й год я разрешаю только. На первые 2 года вообще ни в коем случае даже цветочки нельзя оставлять сразу. Вот вы увидели шишечка с цветочками, убрать нужно, потому что дерево начинает витамины все туда отдавать, чтобы на плод, ну как детей выращивают, да? И он сразу, и все, и он может завять, засохнуть, и все. То есть первые 3 года все цветочки Все убираем, да. даем просто вырасти растению, да? Вырастили. А вот потом уже... Вот ему лет 5 этому растению, а он уже, вот видите, он уже 3-й год, наверное, ну 2-й год, вот видите, как он плодоносит, видите, какие. Ну, плоды-то большие, прям как в магазине. Да, да. Вот он Размера, хорошо, да? Ну и лимоны, вот они будут, вкус совсем другой. Вот вообще совсем Другой? по-другому. Да. Не кислый? Ну, кисловатый, зимой кисловатый, а летом, если на улицу я их выношу, солнышко же хорошее, у нас же якутское солнце очень быстрое, и они хорошо становятся очень сладенькие, вкусные. Вот видите, у нас уже завязался с вами, вот видите, какой масенький, а вот этот побольше завязался. То есть цветочки есть. А вот он маленький совсем, да, вот. Видите, совсем маленький-маленький. Да. Вот он. Ну, Сколько ему надо вырасти вот до плода такого, который 9 уже можно месяцев. 9 месяцев, как ребенок? Да, 9 месяцев. То есть 9 месяцев, товарищи, смотрим на этот лайм.
А потом чай попил, и лайм закончился, да? И опять ждем. И опять ждем. Опять ждем, пока цветочки, потом 9 месяцев. Ну вот представьте, в этом, наверное, есть вся прелесть, да? Да, конечно. Потому что есть чего ждать, есть зачем наблюдать, и, соответственно, есть зачем ухаживать, вкладывать туда любовь, терпение и получать результат некий, да? Но, исходя из всего вышесказанного, да, все-таки от вас совет, как от человека опытного, да, с чего нужно начинать? Ну вот, находить простое растение или сложное? Сложное. Со сложных? Интереснее. Ну и редкое. Вот начните, не надо такой сад сразу выращивать, да? Вот вы увидели, ой, я все это хочу. Не надо этого делать. Начните с самых таких незатейливых растюшечек и начните. Вот даже тот же, ну, у кого-то купите. В магазине, ну, хорошие, красивые продают, но лучше найти именно у садовода-любителя вот эту веточку, или сами укорените ее для интереса, или уже купите готовые маленькие веточки. Могу показать. У Натальи Федоровны есть всегда любимая фраза: могу показать, могу рассказать. Все могу. Все, это чтобы вот видели люди. Я специально делаю так, что, ну, люди некоторые, вот у меня то все, а оказывается, этого ничего нету. А вот я, например, если я рассказываю, то я уже знаю, что у меня это есть. То есть начинать нужно вот с мелкого, то есть устроить сначала ясли некоторого рода, да, потом перевести свои растения в школу, потом и дать ему взрослую жизнь и любоваться. Вот это будет все. Вот там у меня школа есть, вот эти вот глоксинии, но это еще не обильное цветение. А если начнется обильное цветение, вы представляете, что тут будет? Ну, а у опытного человека, наверное, есть такое самое любимое, самое красивое растение, на ваш взгляд, это? У меня примулы. Примулы. Я их люблю. Ой, вообще люблю, не знаю как. У меня их до 25 штук бывает. Но в этом году, вот 8 марта было, ну, знакомые мои там очень хотели угодить своим женам. Ну, вот я 8 горшков подарила. А оставила вот себе 15 только штучек. Вот так вот. И видите, добрый человек не продала, сказала она, а подарила. Потому что... Ну, это же интересно. Да, это... Добро вернется добром, значит, из этих 15 будет еще 20. Коли уж подарили 8, да, все приумножится у вас, да. Ну что, Наталья Федоровна, спасибо большое за прекрасную экскурсию. Напоминаем, дорогие друзья, если вдруг вы захотите получить подробную консультацию о любых растениях, то вам как минимум нужно будет связаться с Натальей Федоровной через нашу редакцию, либо вы можете прямиком ехать в Хандыгу. Да, пожалуйста, пусть приезжает, я все расскажу, все скажу. Звонит, я всем все объясняю, никого не обижаю никогда. И вам всем большое спасибо, что были у меня. Вам спасибо. А еще вы можете узнать Наталью Федоровну по клубнике, которую также любят уже жители Якутии. Она растет уже в разных регионах. Клубника так и называется Хандыга. И эта клубника, это тоже ваша такая гордость большая. Большая гордость. 40 лет назад появилась эта клубника благодаря вашим золотым ручкам. И сегодня многие детишки могут... Очень хвалят эту ее клубнику. И особенно вот в деревнях у них же нету такой вот... Я тоже живу в небольшом поселке, да, но нет уже возможности куда-то в город съездить или что-то. Купили семена, своими ручками вырастили, и они там такие фотографии присылают, но очень хороший урожай у них, очень. Да, потому что, опять же, все сделано было с любовью. Да. Поэтому, если вдруг где-то увидите, ну не где-то, да, клубнику... Ну, желательно купить ее у меня, потому что я не обману. Но если вы кому-то доверяете, может, у вас кто-то знакомый хороший есть, то, пожалуйста, у него тоже можно купить. Да. Нет, ну или, допустим, вы увидите на грядках большую клубнику, спросите, чья это клубника? Они скажут, да, это же Хандыга. Вспомните, пожалуйста, добрым словом нашу героиню Наталью Федоровну, потому что действительно человек это все делает уже на протяжении многих лет. И сегодняшний наш выпуск это яркий тому пример, что все, что делается с любовью, оно все равно все растет. Еще раз спасибо. Мы не прощаемся, обязательно вернемся к вам в гости. Пожалуйста, приезжайте. Летом приезжайте ко мне. Только не в августе, а в начале августа. Ну, не к концу августа. Вот тогда вы все это Я представляю, что у нее во дворе. Да. Какая красота во дворе. Ну, кстати говоря, если честно, не представляю, но подразумеваю. Ну все, дорогие друзья, увидимся. До новых встреч. Всего доброго.